эфире национального канала «Проспект Весна» мы ежедневно поднимаем темы о новинках и самых разных сферах деятельности. Здравствуйте, мы начинаем. Современный человек, пожалуй, уже в жизни своей не представляет без социальных сетей. Одним из наиболее популярных является, конечно же, всеми любимый Инстаграм, где популярность вашего аккаунта зависит от количества подписчиков. В этом году самое большое количество подписок оказалось у певицы Селены Гомес. Это 104 миллиона подписчиках. На втором месте оказалась известная кантри и поп-исполнительница Тейлор Свифт, у которой в подписчиках числится 94 миллиона человек. Но помимо мировых музыкальных див, на первом месте остается страница самого Инстаграма. Это 201 миллион подписок. Сегодня Инстаграм — это не только способ общения, но и хороший способ продвижения услуг и своих товаров. Инстамагазинов сегодня существует тысячи, а то и миллионы, и чего только не продают: одежду, обувь, косметику и тому подобное. Знали ли вы, что существует такой магазин подарков для врачей? Сегодня у нас хозяйка этого инстамагазина, магазина Lily Medical, Лилия Николаева. Здравствуйте, Лилия. Здравствуйте. Но нам известно, что ваш магазин представляет не только качественную медицинскую одежду, но это еще и ювелирные изделия, правда? Да. Как вам пришла вообще идея открыть магазин подарков именно для врачей? Ну, будучи я сама медиком, открыла вот такой вот магазинчик, ну, чтобы врачам было как-то, ну, в повседневной жизни врач, он носит постоянно белый халат. Да. И чтобы это разнообразить, и чтобы было модно выглядеть, что ли, или как-то Да, действительно, выразиться, доктора, да? врачи не могут покрасоваться красивым платьишком, да? Да. Ага. Для них способ показать, что они в тренде, в красоте, это, конечно же, ювелирные изделия. Да, у нас И не просто золото и серебро, а именно с элементами. Да, и у нас есть и медицинские ювелирные изделия из серебра и золота для именно медицинского профиля. Так, и у нас идут именно инструменты медицинские, это скальпели для хирургов, также всем известные фонендоскопы, брошки Так. идут. Также есть цепочки из серебра, из золота. Ну, вот так вот, все инструментарии у нас есть. Но здесь вот из представленных товаров мы видим еще и блокнотики, да? Да, у нас есть блокноты. Так. Блокнотики идут именные, врачебные. Так, также все это делается на заказ. Все блокнотики у нас идут на заказ. Они именные. Также есть мужские и женские могут быть. Календарики, конечно же, врачам. И страницы у нас идут тоже медицинского профиля. Так. Так, и еще вот такой вот черный вариант, очень красивый. Это для мужчины-врача. Также этот блокнот сделан на заказ от пациентов своему врачу. Ну, Там еще целое пожелание. Да, пожелание есть. И прямо фамилию, имя врача от какого-то пациента. Вот так вот пишут именные. Также идет календарики и странички тоже такого мужского характера уже идут. И имеется тут еще телефонная записная книжка идет сзади. Так вот. Все как положено, все для Да. удобства, Да, да? удобство. В профессии врача. Но я не могу не отметить ваши вот эти вот ювелирные замечательные брошки, подвески, цепочки. Кто создает дизайн этих изделий? Ну, дизайны. У нас есть очень хороший креативный ювелир, который вот изготавливает вот эти все наши изделия. Ее зовут Светлана Петрова. Она делает эти изделия, ну, как бы на заказ,
все вручную у нас делается. Все, каждое изделие делается с любовью, с душой. Также можно выполнить из золота, из серебра, из белого золота можно. Также можно любые камни, вставки сделать. Все Сколько у нас у вас? сертифицированные, все у нас весь товар такой. А весь товар только на заказ, вот, или есть уже готовые изделия, вот как эти, например? Ну да, есть и готовые, и на заказ. Мгм. Так. А сколько ювелиров трудится? У нас пока вашем один ювелир. штате? Да. Один ювелир. И вот блокноты тоже изготавливают отдельные люди. Печать вот на телефонах у нас тоже другой человек занимается. Отдельно, да? Да, отдельно. У нас несколько в штатке, у нас несколько креативных таких людей, которые с нами работают. Но я сама лично тоже не смогла устоять, примерила на себе вот эту цепочку. Как Да. еще раз называется вот Фонендоскоп. фонендоскоп? Да, я человек далекий от медицины, конечно же, для меня это немножко сложно, но очень красиво. Да. Мгм. Сколько требуется времени, чтобы вот, на изобретение вот, заказали, сколько нужно ждать, чтобы дождаться Да. подарка? У нас заказ делается в основном 5-4 дня. Вот так, всего? Да. В течение недели у нас заказ уже изготавливается. В пробирном у нас все, как полагается, все пробы, все пломбы ставятся. И также изделия идут в подарочной упаковке. Как вы видите, в коробочках идут, в футлярчиках красивых. Это как необычных. приложение или по желанию заказчика? Как приложение тоже можно, и как по желанию тоже можно. Да. А можно ли прийти к вам с собственным эскизом? Можно, да, конечно, можно. То есть работать надо с вами, да, Да. чтобы доработать до конца, да? Да, конечно. Также у нас есть персональная доставка до адреса. Так как Так. сейчас люди очень занятые, и не только врачи, а все даже, все сейчас очень заняты. И у нас поэтому ведется через онлайн. Заказ у нас идет онлайн, примерка онлайн, вот этих всех нарядов. Также оплата тоже онлайн у нас производится. Так быстро все делается. Это не надо ходить по магазинам, нервы, время тратить, да? А написал по WhatsApp и посмотрел в Инстаграме, пролистал, и что нужно вот так вот. Именно вот это, то-то. Здорово, Такое да, изделие. да. Какие еще товары можно посмотреть, приобрести в вашем инстамагазине? Вот помимо тех, что представлены сегодня в нашей студии. Также у нас есть медодежда премиум класса. Цена у них разная, варьирует от производителя. Есть очень модные, есть такие, на повседневку, на выход. Вот так вот тоже, как в повседневной жизни, так и в медицинской получается. И на выход есть медодежда, и на каждый день. Но мы видим, что здесь еще и сертификаты. Да, у нас есть да? сертификаты Можно подарочные показать? есть. Ага. Так. Подарочные сертификаты, на любую сумму можно заказать. Есть на 2000, есть на 1500. Так. Так. Лилия, что вы делаете, чтобы продвигать свою страницу в Инстаграме? Как вы набираете подписчиков? В нашем Инстаграме, в нашем профиле мы так часто проводим розыгрыши, в котором могут принять участие любой подписчик. Кто хочет участвовать, тот, вот так вот. Так. И также еще есть паблики, у которых много подписчиков, и за счет них можно рекламу выдвигать, всякое разное можно сделать. Но в основном у нас розыгрыш на нашем профиле. Так. Екатерина,
у нас прекрасные гости еще одни. Смотрите, не заинтересовало ли вас что-либо? Несмотря на то, что это подарки для врачей, как вы считаете? Ну, пока я слушала ваш разговор, конечно, да, удивительные вещи, смотрю, здесь украшения в виде зубов, да, украшения в виде там вот аппаратов каких-то медицинских. Очень Да. оригинальная, мне кажется, идея, и я думаю, что, например, вот это вот украшение в виде, как называется? Фонендоскоп. Фонендоскоп. Да, да. Я думаю, что было бы очень оригинально даже носить, наверное, потому что на сегодняшний день столько всего интересного, столько всего, как бы скажем, классического, что подобного рода украшения, наверное, как бы привлекли к себе больше внимания, Да. и можно же будет как-то в толпе, скажем так, ну, быть Выделить. ярче, да. Что ж, не обязательно быть врачом, как оказалось, чтобы носить такие замечательные украшения. Екатерина, присаживайтесь. Спасибо, Лилия. Желаем вам удачи, успехов. Спасибо. Ну музыкальный конкурс, наверняка уже известный многим под названием Wild Duck, был впервые проведен в 2012 году. В этом году, ближайшим летом, он пройдет уже в 6-й раз. Сегодня как раз-таки Екатерина Романова, организатор конкурса и хозяйка паба «Дикая утка», а также пришла сегодня к нам в студию вместе с очаровательной победительницей Wild Duck 2016 года Анной Грэмми. Здравствуйте, уважаемые гости. Очень Екатерина, ну, расскажите нам о конкурсе. Нам известно, что в этом году он выходит в каком-то необычном новом формате. Да? Да, совершенно верно. В этом году мы решили несколько расширить наш конкурс, и мы объявляем конкурс не только среди певцов, но и среди музыкальных коллективов, вокальных инструментальных ансамблей, а также для исполнителей песен под гитару. То есть в этом году у нас будет 3 номинации. Это вокальный конкурс, вокал чисто. Это ребята, которые будут репетировать с рок-группами профессиональными, да, будут заниматься, и будет такой концерт. Потом второе — это исполнители песен под гитару, еще раз. Можно авторские песни, могут быть не авторские. Ну и мы ждем у себя в пабе новые группы, молодые группы. Это, ну, наверное, музыкальный коллектив не менее 3 человек. Вот. Так, мы обязательно, уважаемые гости, с вами продолжим разговор. Впереди все самое интересное, я думаю, об этом конкурсе. Так что любители музыки, музыканты и те, кто просто неравнодушен к музыке, оставайтесь с нами, ни в коем случае не переключайтесь. Через пару минут мы продолжим. Встречаем вас на нашем проспекте «Весна». Меня зовут Катерина Винокурова. Сегодня мы разговариваем о музыкальном конкурсе Wild Duck, который пройдет этим летом. Конкурс будет проводиться в 6-й раз. И я напоминаю вам, что в нашей студии организатор, хозяйка паба «Дикая утка» Екатерина Романова и победительница прошлого года Wild Duck Анна Грэмми. Еще раз здравствуйте, уважаемые гости. Добрый день. Екатерина, ну мы начали говорить о новом формате конкурса. Также по-прежнему любители, заявки принимаете от Да, любителей. заявки принимаем от любителей, имеется в виду, то есть не певцов, которые профессионально этим занимаются, а именно те, кто просто любит петь и, может быть, хотят попробовать в жизни нечто большее. Вот. И наш паб «Дикая утка», наверное, можно сказать, что открыл новые имена. Даже скажем, что победители, не обязательно победители, а финалисты нашего конкурса становились впоследствии победителями республиканских конкурсов, да, вот «Саңа-ырэ», потом Уже премия «Дахсу». профессиональных таких, Да, да? уже профессиональных таких, хотя Большая приходили к нам сцена. совершенно вот не имея опыта никакого петь, то есть они, наверное, больше всего любители караоке, может быть, многие из них. Но попав на сцену с профессиональными музыкантами, они уже как-то по-другому же к этому относятся, и я думаю, что для многих, наверное, участие в конкурсе Wild Duck Music Awards — это событие в жизни интересное, яркое. И в этом году мы вот буквально
послезавтра, 16 апреля, у нас начинается отборочный тур по номинации «Вокал». И в воскресенье с 2 до 5 часов мы приглашаем всех желающих в паб «Дикая утка». Не упустите свой шанс, приходите обязательно, попробуйте себя. Возрастная категория? Да, как есть ограничена, возрастная нет? категория, ограничение с 18 лет. Мгм. Только с 18 лет, да. И вплоть до, Ну, там уже нет. до бесконечности. Да, конечно. Мгм. Но нам известно, что каждый год вы разыгрываете в качестве главного приза это путевки в разные страны мира, да? Ну, первое время, да, мы разыгрывали путевки, но, скажем так, в связи с экономическим кризисом в прошлом году мы решили дарить деньги. Я думаю, что это, наверное, стало актуальнее на сегодняшний день, чтобы победитель мог сам распорядиться, купить путевку или на другие какие-то, в общем, свои цели и А задачи. какая сумма, если не секрет? Но нынче у нас призовой фонд 100 тысяч рублей. Ух ты! Да, так что И участвуйте. это просто прийти и спеть нужно, Просто да? прийти и спеть. Показать себя. Показать себя, да. Мгм. Анна, ну, нам известно также, что в прошлом году вы стали победительницей. Это впервые, да, за 4 года, по-моему. Да, впервые за 5 лет в прошлом году. Выиграла девушка. В прошлом До этого- году у нас был юбилейный конкурс, извините, перебью. Мгм. И до этого у нас все 4 конкурса побеждали мужчины. И в прошлом году Аня затмила всех. Просто, можно грубо говоря, порвала. Извините за выражение. Анна, ну поделитесь с нами, как вы смогли порвать зал. Ой, ну вообще я на Will Duck Music Awards вообще хотела давно поучаствовать, но все никак не получалось. Ну, мешали какие-то вот нелепые такие, и были, не поддерживали даже, так скажем, и было такое. Но вот в прошлом году у меня, это даже как-то какая-то легенда даже, что ли. В общем, у меня было 2000, взнос был 2000, и я не буду врать, что я пройду кастинг. Я хранила эти 2000. Вообще. Отложили, да? Отложила. Мгм. Все, на риск пошла. Вот реально на риск пошла. Вообще не знала, столько нервов. И все, я прошла. И даже вот группа была там «Континент» и «Перекати поле», да? И, в общем, «Перекати поле», там Сережа Егоров меня как бы сам не хотели бы вы с нами. Мгм. Очень поддержал. Потом, да, Мгм. были как-то вот, ну, удивлены, что ли. Ага. Вот. И мгм. Ага, как подбирался репертуар, что вы... О, репертуар мы подбирали Исполняли. вместе с ребятами. Я спрашивала что-то там, смотрела передачу там «Голос», там всякие вот эти конкурсы, какие песни там котируются, какие могут быть удачными. Ну и в то же время, чтобы мне нравилось. И вот Мгм. Ну, Ага. в каких жанрах предпочитаете петь? ну, каких же петь? Я люблю джаз, соул, R&B, блюз, вот такие вот. Ну, хорошая, качественная, популярная музыка. Но вообще я слушала вообще от вплоть этники до популярной музыки. Ну, там все входит, и классическое, и все. Я думаю, что надо слушать все. Надо Мгм. брать от всех жанров все Да, самое я лучшее. с вами да. согласна полностью. Да. Кстати, был интересный момент при объявлении результатов, да, когда Анна оказалось, что она выиграла. Как это было, Екатерина? Да, мы в прошлом году решили немножко растянуть момент Поинтриговать, вручения, да? заинтриговать и вручили всем участникам номинации. А как правило, мы номинации вручали тем, кто не вошел в тройку. Мгм. То есть, ну или же всем, кроме победителя. Победитель номинации не получал, он становился победителем. А в прошлом году мы объявили, дали, по-моему, вся номинация была «Открытие года». То есть Аня, наверное, подумала, что она получила номинацию, и все. И все, да? Да. Думала уже, что И всё. потом получилось так, что все участники финала получили номинации, и опять интрига сохранилась. Все-таки кто же выиграл? И когда объявили Аню, Аня, по-моему, вообще с гардероба прибежала, она собралась домой уходить. Не плакала Анна. Ну да, да. Да, это был такой действительно очень Ой, волнующий момент. тогда просто нервы Потрепали нервы, да? потрепали, вот именно. Мгм. Вообще Ну, не просто. ожидали, да? Но, Вы настраивались на победу? конечно. И я врать не буду, я очень хотела победить. Мгм. И какие-то знаки были для меня там, в общем.
И я, по-моему, выступила первым, под номером 1 даже выступила. Да. В первый конкурсный день, что ли. Ага. Да, номер один. Я никогда, вот первый номер никогда не вытягивала, это было для меня что-то такое. Это было для вас знаково, да? Да, это было знаково. Анна, ну что дал вообще для вас этот конкурс? Лично я вот сейчас немножко такое лирическое отступление, да? Лично я тоже принимала участие в одном из конкурсов Wild В третьем Duck. конкурсе. да, Да, помню, принимала да. участие. Для меня это Прошла в просто финал, я помню. потрясающие впечатления, которые до сих пор, вот по прошествии нескольких лет, живут в моей памяти. Это хорошие знакомства, я приобрела друзей, я познакомилась с прекрасными музыкантами, которые работают в «Дикой утке». Что для вас дал конкурс? Открыл ли Wild новые Duck горизонты? Music Awards вообще для меня, это моя стихия, я обожаю это заведение. Люблю, где живые музыканты. Для меня это наслаждение. Живые, да, живые музыканты под аккомпанемент живых инструментов. Это для меня просто счастье. Я в это время самый счастливый человек. Я обожаю вот этот весь процесс, переглядываться с ними, все вот это просто сплочение, это какая-то химия идет. Это для меня просто отдушина. Я обожаю с живыми, с живым аккомпанементом. И, конечно, для меня придало уверенность, конечно же, и много знакомств очень хороших, и отлично все. Что ж, спасибо вам, уважаемые гости. Анна, вам только творческих успехов желаю, покорить большую сцену, а то и за пределами Якутии. Ну а с вами, дорогие телезрители, мы прощаемся. Не забывайте, если хотите стать участником нашей программы, звоните нам на 420088. Будьте счастливы, отличного настроения. Анна дарит нам композицию. Спасибо большое. At last, my love has come along. My lonely days are over, and the life is like a song. Wrapped up in clover. And I look at you. I'm fine to dream that I could speak to over the line. Count my arm. I find the dream to rest my cheek to over the line. Never know. You smile. Oh, indeed, the spell is cast. Большое всему Хангаласскому Лусу большой-большой привет, папа, а я тебе привет. Всех люблю, целую.